Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Güngünden programması bugün de herkese selamlar. Stüdyoda işlerim ben Alona Terzi. Misafirimiz bugün bağlanır bize online. Bu sebepten sevgili dostlar hepsinize teklif ederim. Bugün de bizimle birlikte olasınız. Çünkü önemli Gagauz kulturasına dini bir olay için bugün lafımız stüdyamızda gidecek. Onuştan teklif ederim bizimle birlikte kalasınız. Şimdi bir iki kapıma stüdyamızdan ayrılırız. Döndüğünden geri tanıştıracağım sizi bizim bugünkü misafirimizle. Kalın bizimle. Sevgili dostlar, kar bugünlerde Moldova Devleti'nde geçer 14. Halklar Arası Tiyatro Festivali Moldfest 2026. Bilirsiniz, hani birkaç yıl sıra vardır Gagauz Milli Tiyatrosu Diyanis Tanasoglu adına büyük başarıyla katılır bu festivale. Bugün laf gidecek ki bu güzel hem önemli olay için Gagauz kulturamıza bugün bize bağlantıda online bulunur Diyanis Tanasoglu adına Gagauz Milli Tiyatro'nun инче занат өндіргіші Наталья Палади. Наталья, добрый день. Zaman hayır olsun, pahalı dostlar. Добрый день. Наталья как приветствует нас на гагаузском языке, и не могу не задать вопрос, как ваши успехи в обучении гагаузского языка? Ну, пока очень много наслышанности. Последние мои спектакли, которые были в театре у нас, это «Бюлю Маза», премьера, и плюс детская сказка, которая сегодня как раз в Копчаке идет премьера этой сказки. Они у нас на гагаузском языке. Я скажу, что уже иногда актерам даже помогаю по тексту. Говорю, нет, ты вот так говоришь. То есть что-то уже идет вперед, и слава богу. Сегодня премьера как раз в Копчаке, вы сказали. Театральный сезон завершается к своему, вернее, приближается к своему завершению. Наталья, на ваш взгляд, удачным, успешным ли был этот сезон для театра имени Дианиса Танасоглу и для зрителей театра? С точки зрения наполненности, насыщенности, трудозатрат. Я считаю, что это был очень сложный, интересный сезон. Сложный не в плане проблемы, упаси меня Боже, а именно в плане вот этой вот насыщенности. Но результаты очень хорошие. Я вижу, как работает команда. Сложновато, конечно, скажем так, привлекать, приучать к дисциплине, потому что театральная дисциплина – это очень жесткая вещь, и она должна быть, и приходится немножко в этой области больше работать. Но люди в театре, наши актеры поддерживают, мы идем вперед, и это очень помогает. Это не только дисциплинирует, скажем, в плане работы, это дисциплинирует даже самих актеров. То есть люди работают больше дома, я это вижу, потому как они приходят более подготовленные на репетиции, зная больше текста, уже знают, как работает их герой. Вот. Что касается премьер, я считаю, это тоже был насыщенный сезон. Одни только 8 женщин, которые у нас в том году стартовали в ноябре месяце. Это была очень сложная работа, я уже про нее как-то говорила. Плюс «Бюлю Маза», которую мы восстановили, я считаю, что это замечательная была вещь. Я влюбилась. Я настолько не люблю бытовые спектакли, но настолько я полюбила этот спектакль, я ни слова там не понимаю. Ну, нет, понимаю, конечно, но смыслово это все так ясно. Такая хорошая актерская работа у ребят. Плюс 100 шагов. Мне кажется, этот спектакль очень полюбился зрителю. Спектакль внеполитичный, я считаю, что это правильно в реалиях нашего времени. Но о людях разных поколений, с разными судьбами. Хороший получился, сильный, мощный спектакль. И плюс вот сказка, я все-таки сделала это через год. Мы запускаем, точнее, цикл сказок. Это сказки Андрея Бежанаря, нашего коллеги в театре, который пишет сказки для нас. Они развивающие и помогут в будущем деткам, гагаузам, говорящим на своем языке или не говорящим,
окунаться в язык, изучать его. Вот, например, новая сказка у нас это перепутанные времена. Это как раз вот времена года имеется в виду. Это как раз очень хорошая сказка в плане обучения, да, когда мы изучаем месяца, мы изучаем времена года. Даже я уже, пока была на репетициях, что-то уже знаю. Не все еще путаю, но вот помогает очень сильно. Плюс будет другой, следующий цикл, потому что я считаю, что эти спектакли, поскольку мы их ввозим для школьников и детских садов, там последние где-то группы, вот, это очень поможет деткам продвинуться в знании своего родного языка. Ну, а, соответственно, мы на этой работаем, мы же Гагаузский национальный театр. Сказали, это будет целый цикл. Сколько спектаклей будет в этом цикле? И говорит ли это о том, что эти все спектакли будут на гагаузском языке или есть и на русском? Они будут и на русском, и на гагаузском, и с перспективой, возможно, даже на третий государственный язык, потому что мы не должны забывать деток, я даже не знаю, как это правильно сказать, говорящих на государственном языке, скажем так. Вот, потому что детки тоже должны, ну, скажем так, мы живем в стране, где 3 языка все-таки, и мы не можем кого-то убирать в сторону, кого-то обходить стороной, скажем так. Вот, да, в первую очередь гагаузский язык. Это основа. Это то, на что я прямо бью в первую очередь. Потому что потом же русский, она у нас и на русском языке есть. Но в первую очередь это гагаузские детки. Наталья, в целом, если подводя итог этого театрального сезона, сколько спектаклей было поставлено на сценах в Гагаузии, на международных сценах, на государственных сценах? Или точнее, сколько раз актеры со своими произведениями выходили в этом году на сцену? Это было больше, чем предыдущие годы. Больше было выездов, больше было... Я сейчас объясню, почему. Моя тактика внедрения спектаклей немножко другая, она отличается от предыдущих лет. Я за то, чтобы мы вывозили по 2 спектакля, например, детские и взрослые. Если есть возможность, детские 2 раза, потому что детки тоже не могут сидеть огромным количеством, там, например, по 200-250 человек, это тяжело для деток, особенно сказки, маленькие детки если. Поэтому мы берем по 2 выезда детских спектаклей, например, и 1 взрослый. Таким образом у нас получается экономия времени для репетиций, но при этом мы абсолютно в норме выполняем все наши спектакли. Если я не ошибаюсь, у нас, по-моему, было 97, в общей сложности 116 спектаклей, из них, по-моему, 97 было на гагаузском. Это грандиозный труд. У нас не так много на русском языке еще спектаклей, не потому, что мы не хотим играть, мы иногда просто физически не успеваем. И я скажу, как есть на самом деле, простите, у нас площадка, не всегда мы ею можем воспользоваться. Я имею в виду про ЕКЦ. Наталья, и, конечно же, мы сегодня с вами решили встретиться для того, чтобы обсудить еще одно грандиозное событие в мире театрального искусства. В эти дни еще проходит фестиваль Молдфест 2014, уже по счету фестиваль Молдфест 2026. Вы принимаете 2-й раз уже участие в данном фестивале. Какие эмоции и впечатления от фестиваля в этом году у вас сложились? Да, мы действительно в этом году привезли, уже показали 23 июня спектакль «Скамейку» с Мишей Резунец. Было очень приятно в сравнении с прошлым годом. В прошлом году мы приехали 1-й раз. Конечно, нас лично знали, но не знали так сильно театр. И, ну, не знаю, может быть, благодаря моему спектаклю мне немножко неловко такие вещи говорить, но как-то мы зарекомендовали себя. И в этом году мы, конечно, когда приехали, приходили люди и говорили: мы ждем ваш спектакль, мы хотим увидеть, как вы в этот раз сыграете, что вы сыграете, что вы нам покажете. И, конечно, когда мы с Мишей Резунец вышли, отыграли эту замечательную историю любви, драмы, криминала и всего остального, как я говорю. Криминал, я шучу, потому что когда она его побила, для меня это уже криминал. Так вот, и
было самое, что удивительное. Люди плакали в зале. Это нам потом уже говорили после спектакля. Люди реагировали на шутки. Нет ничего дороже, когда шутки, которые придумал наш режиссер замечательный Коев Дмитрий. И когда люди их понимают. И когда в зал весь встал, это было очень трогательно. Для меня лично это было страшно. Объясню почему. Я в том году показалась совершенно в другом образе. Да, поэтическая дева, которая вышла, что-то поет, что-то читает. Это одна история. Интеллигентная такая. Здесь у меня бытовая вещь, совершенно другая героиня. Но было приятно, что и зритель, и комиссия это оценили, приняли. В общем, мы показались в очередной раз на хорошем уровне, и уже есть предложение работы от македонцев, от румын. Это прямо, вот знаете, ну, хороший задел, скажем так, на будущее для нашего театра. Был выбран спектакль «Скамейка», потому что это фестиваль камерных и театров и спектаклей малых форм. Совершенно верно. Были бы это другого формата, был бы фестиваль, мы, естественно, предложили бы другие спектакли. Но если вы обратите внимание, с приходом меня у нас только-только появились спектакли малых форм. До этого не было такой практики в театре. А я вам скажу больше. Общаясь с представителем комиссии Ниной Мазур, которая как раз является основным человеком, учредителем этого фестиваля, она мне сказала такую фразу после уже спектакля «Скамейка», она сказала такую фразу: «Наталья, я в очередной раз убеждаюсь в том, что камерные спектакли, театры камерные, спектакли малых форм, моноспектакли занимают все больше и больше сейчас пространства, и на самом деле зритель больше хочет идти туда». Почему? Людям хочется близости и искренности. На большой сцене это немножко другой формат, но вот эта вот близость, которую они чувствуют, настоящность, вот эта естественность, которую дают актеры, вот этого не хватает, и люди с радостью ходят на такие спектакли. Поэтому эти фестивали сейчас все больше и больше появляются в мире, их огромное количество, и дай бог, чтобы мы расширили свою географию. Наталья, но в репертуаре театра, Гагаузского национального театра имени Дениса Танасоглу не так уж и много спектаклей малых форм. Поэтому не говорит ли это о том, что в следующем театральном сезоне и в последующих театральных сезонах для того, чтобы принимать участие в таких фестивалях, непосредственно необходимо создавать и выходить к зрителю с новыми спектаклями малых форм? Абсолютно верно. Я вам даже больше скажу. Тенденция мировая в театре, в театральных фестивалях все больше и больше. Даже если мы не говорим о спектаклях малых форм, тенденция все больше и больше приходит к тому, что ты уже не едешь со своими декорациями, тебя уже приглашают, и чем меньше актеров, тем проще организаторам. Это связано и с экономическими проблемами, которые сейчас во всем мире существуют. Видите, как мы говорим о театре, а мы не можем быть оторваны от всех проблем, которые существуют, да, вне театра, потому что это тоже влечет за собой какие-то нюансы. Поэтому, да, безусловно, будут новые спектакли. Это не обязательно 1-2 человека, это на 4 человека, допустим, 5 даже. Но такие спектакли будут, обязательно будут. Ну и плюс, конечно, остаются, естественно, большие спектакли, потому что нам позволяет такая возможность количества актеров, сцена позволяет нам репетировать и ставить хорошие, большие, интересные спектакли, например, как «Дорогая моя Памела», да, которую мы все-таки будем восстанавливать. Поэтому... Я хочу отметить, что год от года участники фестиваля или география участников фестиваля все расширяется. Например, в этом году более 15 стран принимали участие в данном фестивале. Среди них Молдова, Италия, Греция, Швеция, Узбекистан, Азербайджан, Литва, Армения, Украина, Сербия и Гонконг даже в этом списке. На каких языках были представлены эти спектакли и имеется ли переводчик обычно на таких фестивалях для не русскоговорящих, не румыноговорящих спектаклей? В том году был опыт, македонская актриса привезла спектакль, у нее был построчный перевод. В этом году такого опыта не было. Но вы знаете, я всегда говорила, говорю и буду говорить про то, что если актер играет
так, что не нужен переводчик, значит, он сделал свою работу хорошо, как минимум хорошо. Я вам больше скажу, буквально на днях я узнала о том, что в мире, я, к сожалению, не очень углубилась в название этого спектакля, где этот проходил спектакль, но поинтересуюсь обязательно как-нибудь, расскажу зрителям про этот спектакль. Есть в мире спектакль, недавно выпущенный, на несуществующем языке. Это такая творческая лаборатория для того, чтобы мы наконец-то поняли, что не важно, на каком говорить языке, а важно то, насколько мы созависимы, сонастроены с нашим зрителем и насколько мы хороши в своей профессии. То есть этот спектакль рассчитан на понимание языка тела, жестов и мимики? И разговор в том числе. Там есть язык, просто он не существует. Извините, меня тут ко мне в гости зашел. Но там не существует просто такой язык. Это у нас в актерской среде первый курс. Есть такой момент, когда мы изучаем тарабарский язык. Это, например, когда мы говорим эмоционально, но такого языка нет. Так вот, решили профессионалы сделать вот такой спектакль. Я считаю, это очень хорошая задумка, потому что действительно актерская игра – это все. Ты можешь говорить на прекрасном русском, гагаузском языке, но если ты играешь плохо, тебя никто даже на своем родном языке не поймет. Это не я придумала, это вообще мировая практика. Наталья, а как скамейку воспринял зритель фестиваля? Наверняка вы пообщались после спектакля, отзывы какие, впечатления, эмоции какие у зрителей? Коэф сказал мне, плачь, ты это умеешь, люди это любят. Но на самом деле плач – это понятное дело, там финальная сцена очень сильная, мощная, потому что там действительно приходится людей цеплять за живое. Но я скажу, зритель воспринял не только это, он воспринял все наши шуточки, которые были, или какие-то острые моменты, которые были между мной и моим героем по сцене с Мишей. Действительно все воспринимали и были вовлечены в то, что происходит на сцене. Вы знаете, мне кажется, иногда люди скучают по вот таким вот обыкновенным простым историям любви, разной любви, да, потому что любовь – это не только мужчина и женщина, я уже как-то говорила в одном из интервью, это вообще всеобъемлюще. Так вот, люди скучают по таким вот простым элементарным вещам. Когда, конечно, встали, хлопали, было очень приятно, еще раз повторюсь, потому что это самая высшая оценка для нас. Был еще один момент. После, конечно, спектакля много услышала хорошего в наш адрес, за нашу работу. Вчера услышала я оценку комиссии. Высокая, качественная театральная работа. Вот что я услышала из слов экспертов нашей комиссии. Что еще скажешь? С чем мы вас поздравляем. Спасибо. Будем работать дальше. Еще как отметили, я скажу насчет Миши. Ко мне подходили, когда из комиссии, говорили, боже, он такой аутентичный. Как будто бы роль для него написана. Я говорю, я сразу знала, кто будет мне партнером. Просто эту пьесу я 3 года вынашивала, я не могла найти партнера по сцене, с кем бы. И когда мы с Коевым вдруг выяснилось, что хотим поставить эту пьесу, я сразу сказала, это будет Резунец, потому что я видела сразу, что он там, и вот действительно он оказался прям на своем месте. Наталья, скамейка была поставлена на сцене Чедрлунского театра, на сцене Чедрлунского культурного центра в Камрате, в Кишиневе. Добавьте, если я ошибаюсь, список, и будет ли эта география в Гагаузе расширена? Вы знаете, поскольку спектакль на русском языке, еще раз поясню, у нас такая была загруженность с другими спектаклями, что мы как-то скамейку особо и никуда не включали. Это наша, наверное, ошибка. Я думаю, что в следующем театральном сезоне сентября, я думаю, мы его играть будем больше. Но есть еще один такой момент – наслышанность. У нас очень хорошо работает все-таки сарафанное радио, да? И как бы то ни было, я понимаю, что когда люди слышат от кого-то оценку, они уже хотят идти. Кстати, вы вначале, когда задали вопрос еще и про зрителей, я вам хочу сказать, что у нас зритель появился качественный. То есть люди приходят целенаправленно и смотрят не по одному разу спектакли, которые полюбились. А это очень хорошо. То есть мы не скучны.
И все-таки будет ли скамейка в других населенных пунктах тоже? Обязательно, да. Я очень хочу, чтобы мы обязательно поехали, отвезли ее, чтобы мы показали ее. Обязательно. Наталья, если подытожить по итогам Молдфест 2026, насколько важно сотрудничество с другими театрами, мировыми театрами, и вот это обмен опытом и мнением, насколько важно для наших профессионалов, актеров сегодня? Я скажу так, что это очень важно в том смысле, что обмен энергией, знаниями, это всегда немножечко освежает, это всегда немножечко, как знаете, диффузия происходит, взаимопроникновение и культур, и пониманий, и каких-то актерских навыков, потому что даже взять актерские школы, они все вроде бы примерно одни и те же, но есть какие-то нюансы. Кто-то знает больше в этой области, кто-то в этой. Даже не то, что знает, а просто каждый находит свою методику, исходя из своего коллектива, да, например, вот как я, когда я даю какие-то занятия по речи, по мастерству, я примерно понимаю, где у нас больше пробелов, и я именно это и даю. Но когда, например, актеры, режиссеры встречаются с другими, они что-то другое могут узнать, более интересное, более понятное, да, потому что, возможно, там есть какие-то еще нюансы в актерской школе, в речевой школе, и не только в речевой, это может быть и фехтование, все что угодно. Поэтому, конечно, эти взаимоотношения, эти диалоги на фестивалях, они очень помогают расширяться. Но чем еще хороши фестивали? Во-первых, узнают о нас, потому что Гагаузский национальный театр, он больше известен в тюркскоязычной аудитории. Сейчас мы больше уходим в Европу, и получается расширение географии, а это значит, что больше возможно и приглашений, и возможно взаимодействие с другими режиссерами, не обязательно только с тюркоязычными или с нашими, да, есть и другие режиссеры, потому что режиссеры устают работать тоже с одним и тем же коллективом долго, им хочется немножко новой крови, им хочется немножечко по-другому все это, скажем так, воплотить свои режиссерские задумки. Поэтому в этом смысле это очень важно. И плюс, конечно же, нет ничего самого прекрасного, это на мой взгляд. Я обожаю, когда говорят, что было так или не так. Безусловно, скамейка не идеальна. Все спектакли не идеальны. И очень важно иногда услышать какие-то поправочки, да, какие-то нюансики. И это очень здорово, потому что я люблю слышать, вот говорят слово критика, я не считаю, что в театральной сфере это критика. Это возможность объективно сказать тебе, актеру, где можно было чуть-чуть по-другому сыграть, подсказать. Потому что ты себя со стороны не видишь. Режиссер тоже, он замечательный, он к нам хорошо относится. Я сейчас говорю про нашу конкретно скамейку. Но у нас у всех глазки немножко замылены. И когда вдруг люди абсолютно с разных стран видят и говорят, все было замечательно, это радует. Но когда еще говорят, вот можно было вот это, чуть-чуть вот это, и ты такой, мне есть куда работать. А для меня такие моменты – это всегда возможность куда-то двигаться дальше и расти. Наталья, театральный сезон ближется к своему завершению, но календарный год еще продолжается до конца года. Какие еще фестивали, а может быть это какие-то еще и европейские страны, так как вы отметили, что мы более сейчас ориентированы на европейские страны, на расширение географии в этом направлении? Придется мне рассказать про спектакль, который мы будем сейчас ставить в июле месяце. Это «Леди Капулетти». «Леди Капулетти» написала как раз Нина Мазур. Она подарила мне эту свою пьесу. Мы ее сейчас ставим, потому что в Бишкеке, в сентябре месяце мы едем в Бишкек с моим моноспектаклем. Есть вот «Леди Капулетти». Пока скамейка не едет, потому что это приглашение с прошлого года, после того фестиваля. То есть как происходит история? Отыграли, и сразу идут приглашения на следующий год. Вот сейчас мы скамейку отыграли, теперь будут приглашения уже на следующий год. А в этом году все фестивали – это те, которые случились с прошлого года. В октябре месяце нас пригласили с ловушкой, с Тузаком в Стамбул. Так что мы летим в Стамбул. Когда еще даты там они подкорректируют, скажут нам. И в декабре месяце мы будем тоже на фестивале малых форм в Ганновере, это Германия. Также
мой моноспектакль будет участвовать в этом фестивале. Целую неделю мы будем пребывать среди экспертов, среди... Ой, там тоже международная история, там и Америка будет, и Канада представлена, там разные страны, и мы в том числе, это очень приятно быть, находиться среди таких маститых, скажем так, актеров. Да, вот это вот до конца года вот так. То есть о Гагаузском национальном театре еще больше людей во всем мире узнают. Да. Наталья, наша программа подходит к своей... Своим спектаклем я лечу не я, Наталья Палатин, я лечу, представляю Гагаузский национальный театр. Наталья, программа подходит к своему завершению. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней программе, что мы смогли подключиться и организовать эту программу. Конечно же, мы желаем вам удачи. Будем ждать новых спектаклей, премьер. И чтобы Гагаузский национальный театр реализовал все те планы, которые были поставлены уже и на следующий театральный сезон. С Богом, Сау. Sağ olasınız Natalya Tabirker'e söylerim size. Saygılı seyirciler, aklınıza getiririm. Hani bugün misafir olarak stüdyamızda online bağlantıda bulundu. Gagauz Milli Tiyatro'nun Diyanistan Soğlu adına İnce Zanat Ündürcüsü Natalya Paladi. Hepsinize diyelim sağ olasınız. Hani bizimle birlikteydiniz. Kalın sağlıcakla, gelen buluşmalardan GRT kanalında.